В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Охота в Якутии – традиционный вид промысла. Им занимаются не только профессионалы, но также и обычные люди. О проведении учета и о мероприятиях по воспроизводству охотничьих ресурсов мы поговорим с гостем студии Анатолием Поповым, заместителем руководителя Департамента охотничьих ресурсов и особо охраняемых природных территорий. Анатолий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш департамент ежегодно проводит учет численности охотничьих ресурсов. Расскажите, что это такое охотничьи ресурсы и каковы они в Якутии? Наше министерство исполняет с 2016 года переданные федеральные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. И наше министерство должно обеспечить сохранение охотничьих ресурсов. Охотничьи ресурсы – это ресурсы, которые мы тоже используем. Да? И существует промысловая охота, спортивно-любительская охота, и различные другие виды охоты, да, научная и так далее, в целях регулирования. И у нас перечень охотничьих ресурсов достаточно обширный, таежная зона. К примеру, у нас свыше 7 видов диких копытных, 2 медведя, но один из них это белый медведь, краснокнижный, да, и бурый медведь. Пушных зверей у нас 23 вида, птиц 107 видов. Это водоплавающая, боровая дичь, болотно-луговая дичь. Все эти виды мы контролируем и должны обеспечивать их рациональное использование. В связи с этим, в целях рационального использования, да, чтобы не был бы подорван их воспроизводственный потенциал, мы ежегодно проводим учетные работы. Основная учетная работа, и существует много видов учетных работ, да, но самая основная – это у нас зимне-маршрутный учет охотничьих ресурсов, да, который мы уже начинаем и заканчиваем март месяц. До конца марта мы осуществляем эти работы. И потом на основании этих учетных работ мы устанавливаем по лимиты и квоты добычи на предстоящий сезон охоты. Это есть виды охотничьих ресурсов, на которых должны быть устанавливаться лимиты добычи. Это у нас дикие копытные, бурый медведь, рысь и соболь. По этим работам мы уже начали. И наше министерство, да, особо сильное внимание на это обращает, и у нас повышается эффективность проведения учетных работ. К примеру, если посчитать за 5-летний период проведения осуществления полномочий, да, у нас 3 раза повысились работы, например, 3 раза повысились ведомости учета, да, свыше 10 тысяч. Раньше мы свыше 3 тысяч делали, сейчас делаем свыше 10 тысяч. И у нас учетными работами охватываются наиболее труднодоступные территории, но также и места, где наиболее скопление животных, да, чтобы более объективно делать их учет. И в связи с этим, да, в связи с тем, что мы показываем достаточно оптимальное количество животных, которое объективное, да, количество животных, у нас повышаются и, соответственно, лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов. Да. К примеру, по лосю, да, если 6-летний период посчитать, да, с момента возложения полномочий, у нас лимиты повысились на 34%, по благородному оленю на 43%, по косуле на 56%, по соболю на 16%. Это такие особо ценные виды, да, которые наиболее затрагивают интересы охотников и промысловиков, и любителей. А как вы высчитываете этот самый лимит, который можно потратить на один охотничий сезон? Для этого существуют особые нормативы, установленные федеральными приказами, нормативы допустимой добычи, и существуют формулы. И на основании численности, да, мы на основании формул устанавливаем эти квоты по каждому виду охотничьих угодий и в общем по республике получается. Я забыл сказать, что учет проводится у нас по
по всем категориям охотничьих угодий. Это общедоступные охотничьи угодья, закрепленные охотничьи угодья за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и по особо охраняемым природным территориям. Но все эти ресурсы, они же не бесконечны. Как восполняются, какие работы проводятся для восполнения ресурсов? Ага, да, вот. Ну, для вот воспроизводства охотничьих ресурсов мы ежегодно проводим работы, и как раз вот сейчас мы начали в зимний период, начинаем эти работы, да. По идее, это круглогодично ведется, но наиболее особый, да, вот, период именно начинается сейчас подкормки животных. Подкормка животных это установление у нас наиболее дикие копытные, да, подвержены вот зимний период, да, стрессовому состоянию, особенно косули. А так вообще, да, для воспроизводства, да, первое, это должно быть рациональное использование, да, также соответствующие биотехнические мероприятия. К биотехническим мероприятиям мы относим, как я уже сказал, это подкормка животных, установление солонцов, кормовых площадок, гнездовий, порхалищ, галищников, а также это регулирование численности хищников. Хищники, как у нас очень наносят существенный ущерб охотничьим ресурсам. Ну, особенно тем, кто вот используется для любительской промысловой охоты. И сейчас мы привлекаем для этого вот общественность. Каким образом? Расскажите. Ага. Ну, у нас в 2020 году внесены изменения в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Республике Саха-Якутия, в соответствии с которым, да, 30% устанавливаем квот добычи на общедоступные охотничьи угодья распределяется во внеочередном порядке лицам, которые приняли участие в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Это именно, да, мероприятия, которые вот у нас сейчас начинаются. Это учетные работы и воспроизводственные мероприятия. Ну, биотехнические мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов. Вот у нас охотники заключают договора с нашими территориальными подразделениями, инспекциями, комитетами нашего Министерства экологии. И на основании вот этих договоров они выполняют работы, учетные работы, биотехнические работы по подкормке. Да? И сейчас мы в декабре вывесили объявление о проведении, да, о начале заключения договоров. И сейчас охотники на основании вот форум, да, вот все, что необходимое, мы выставили в этом объявлении. Сейчас оно на нашем сайте, на главной странице, если кого интересует, может это посмотреть. Форма заявки, какие требования, да, какие работы ведутся и какие баллы имеют. У нас для того, чтобы провести какую работу и получить в неочередном порядке разрешение, да, мы должен иметь какую-то бальную, ну, имеется бальная система, то есть они должны выполнить определенный объем работы. К примеру, вот наиболее, вот, например, по проведению учетных работ, да, одна ведомость учетных работ составляет 5 баллов. Наибольшее количество баллов у нас занимает это добыча бурого медведя и добыча волка. Это 50 баллов. Это в связи с тем, что вот работы, да, по регулированию, по добыче волка, они очень финансово затратные и трудозатратные. Ну, не каждый человек сможет вот добыть вот этих зверей. Да? Также обустройство кормовых полей для подкормки вот, копытных. Ну, не только копытные, там и боровая дичь начинает, ну, все начинают питаться. И вот 0,1 гектар поля составляет 25 баллов. Ну, это у нас в основном летний период осуществляется, но на следующий сезон уже как бы в течение лета уже как бы поле уже начинает показывать свои результаты, и на следующий сезон уже человек уже может получить разрешение.
Также у нас это выкладка веников, кормушек, изготовление кормушек, выкладка сена и кормовых культур, обустройство гнезд. Также у нас еще к ним относятся и по оказанию помощи животным, попавшим в бедственное положение. Также мы сюда в прошлом году по указанию нашей главы внесли людей, добровольцев, которые приняли участие в тушении лесных пожаров. Но это тоже как бы среда обитания охотничьих ресурсов, и как бы это имеет тоже большое значение. И в течение января охотники должны заключить договора, да, и февраль, март, апрель, они должны выполнить все эти работы. И по окончании работ инспектор вместе с охотником выезжает на место, где проведены работы, составляется акт выполненных работ. И на основании акта выполненных работ готовятся документы для получения во внеочередном порядке разрешений на животных, на которые устанавливается лимит добычи. Да, это копытные, медведь. У нас дикий северный олень тундровой популяции и соболь исключены из этого механизма. Поэтому это касается только диких копытных и медведя. А можно ли рассказать, что какие-то животные, популяция каких-то животных возросла, а каких-то уменьшилась? Ну, у нас по всем по учетным работам, да, мы показываем, что у нас по копытным, да, по лосю у нас намечается тенденция, да, в связи с этим у нас на 34% повышенный лимит. Да, это сейчас лось составляет 126 тысяч особей, да, по республике. Косуля 52 тысячи особей, тоже почти наполовину повышенные лимиты. Да. Благородная лень составляет 21 тысяча, соболь 251 тысяча. Ну, по соболю намечается тенденция тоже роста, да, это хищник, очень хорошо воспроизводится, поэтому имеет двоякое, да, со стороны он это пушное ценное животное, с другой стороны он наносит достаточно большой ущерб мелким животным особенно. По зайцу у нас депрессивное состояние по центральным и заречным районам республики продолжается, поэтому у нас установлено ограничение до 2024 года. А по остальным районам состояние нормальное. Анатолий Семенович, вы уже рассказали про республиканский закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, да, который предусматривает механизмы участия охотников-любителей в проводимых мероприятиях, где заключаются договора с охотниками. Много ли таких договоров заключается? Да, к примеру, у нас в прошлом году, да, Первый год, когда это мы сейчас считаем по прошлому году, да, 22-й год, в 2021 году, когда впервые этот механизм был введен в республике, да, приняло участие 359 участников. А в прошлом, 22 году, участие приняло 626 охотников. То есть уже 2 раза увеличение, да, наблюдается. И мы ожидаем, что в этом году еще больше увеличений будет. Да? К примеру, например, в 2022 году, да, обустроено 1393 кормушек. Да? А в прошлом году 653, почти наполовину больше. Да? Изготовлено свыше 20 тысяч веников. В прошлом году 14 тысяч веников. 937 солонцов. Все эти показывают, да, что у нас эффективность участия охотников, любителей в мероприятиях увеличивается. И этот механизм, да, который разработан совместно с депутатами Илтумен, наше министерство,
все это показывает свою эффективность. Да, вы правы. Действительно наблюдается тенденция. Уверена, что она будет сохраняться. Анатолий Семенович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.